Да, пожалуйста. Как всяк русский. Простите, пожалуйста, я не говорю по-ирзянски. И у меня есть такой вопрос. Присутствует ли РПЦ на территории Урала сейчас? И насколько она влиятельна? Да, РПЦ это присутствует, разумеется, и это террористическая организация. То, как я ее себе представляю. Как на территории России, так и на территории Украины. Да. У ирзян была своя собственная духовная система в древности, до того, как нам мечом и кровью навязали православие. Да. Ирзяне долго сопротивлялись, и можно об этом и подробнее поговорить, есть люди, кто это лучше знает. Вот. Но все равно у ирзян сохранилась собственная духовная система. И мы верим в то, что мы сможем найти более глубже нашу вот эту духовную систему. Вот, Станислав, мы мы ищем... тебе поручаем все это изучить, и мы будем работать над этим вопросом. Можно что-то противопоставить этой пятой колонии Кремля, вот этой РПЦ? Как вариант, я могу обратиться к Вселенскому патриархату православному и поднять вопрос о создании национальной церкви Израиля, православной церкви Израиля. Да, можно дополнить ваш вопрос? Дело в том, что многие патриархи России, даже нынешний патриарх православной церкви, или патриарх Никон, который проводил реформу в 17 веке, они были этнически эрзянами. И, например, я из той части Эрзень-Мастор, из деревни Чалки, Тялловелле, у нас, как бы такое фундаменталистское понимание православности эрзян. И я не думаю, что... То есть я думаю, что многим эрзянам важна как и христианская вера, определенным, а кому-то традиционная вера. То есть я, например, тот эрзянин, который ничего не знает про эрзянское язычество, но который из такой фундаментально православной семьи. Да, что я хочу еще дополнить, что все же эрзяне, да, что все же эрзяне мы будем создавать светское государство. В первую очередь, и вопросы религии, это будут вопросы личного выбора каждого. А можно я продолжу еще эту интенцию таким вопросом, я быстро. Просто получается так, что у нас есть некий онтологический раскол среди эрзян, но даже не раскол, нет, а такая граница. Потому что есть люди, вы их все знаете, которые называют себя мордва, и какая у них риторика, да? То есть они считают, что мордва, как бы русские, это такой материал, из которого все строится, а мы, дескать, мордва и есть истинный наследник Москвы, да? То есть мы такое прямо прямое продолжение. Вот мы этот сплав финансистов и русских, которые правят Россией. А другая же часть, это люди, которые считают себя эрзянами и эрзянские националисты. Вот просто... Как вы думаете, как можно повлиять на тех людей, кто мыслит именно в такой парадигме, да? Это просто проявляется на разных уровнях. Например, я не знаю, моя бабушка в Ичалках использует слово не кал рыба, да, а рыба. И она говорит, что вот то эрзянское настоящее слово кал, что это плохое макшанское слово, а наше истинное ичалковское это рыба. И видишь, как наш язык похож на русский. Мы вот родственники с русскими, а не с какими-то финнами. Она мне так говорила, да? То есть это полная чепуха, понятно. Но люди до некоторой степени верят в это. Вот Гундяев, например, патриарх.
Он же из соседней деревни с Ичалками, так? И он построил этот храм у нас в Ичалках огромный, и с водопадом. И, то есть для многих людей важно, они как бы чувствуют себя, что мы, дескать, Мордва и есть самая последняя итерация, я не знаю, Москвы как Третьего Рима, да? То есть мы, собственно, и есть Москва, Мордва, вот. А вот кто-то, как я, например, рязанский националист, и как бы мы могли бы разрушить этот миф о самих себе, эту ложь о величии, в котором людям приятно верить. Вот, как на это можно повлиять? Но мы разрушим этот миф, рассказав людям правду, потому что Российская империя – это империя лжи, в первую очередь. Да, Гундяй сейчас благословляет свои войска на... Можно реплику? Да, пожалуйста. Вы понимаете, в чем вот та Мордва, о которой сказал Антон, которая мнит себя великой наследницей там, Третьего Рима Москвы, на самом деле это делается просто. Ну посмотри вокруг себя, где ты живешь, кто у тебя во дворе, куда ты что выбрасываешь. Это, я могу привести пример, когда жена Нестора Махно, Галина, ее с Казахстана с ссылки привезли попрощаться с Гуляй-Полем. И вот она слушала, как ей рассказали передовики, такие же Мордва, что мы живем классно, счастливо, смотрите, вот доярка выступает, тракторист выступает. Она сказала в ответ, что ваше счастье в том, что вы не знаете, насколько вы несчастны. К сожалению, российское население довели до того, что они не хотят думать. Вот есть люди, которые приветствуют мобилизацию, а ты задаешь простой вопрос, а он не может ответить. Вы начали спецоперацию, вы ведете успешно, у вас все идет по плану, если вас слушать, да? То есть у вас погибло 6 тысяч человек, как сказал Шойгу, или Коношенко, не знаю кто. И теперь, чтобы вот это пополнить, вы мобилизуете 300 тысяч человек. То есть это зачем? Человек не способен это думать. Бытие определяет сознание, мы с этим столкнемся, и нам придется просто жизнью своей показывать, изменениями в жизни показывать. Это неминуемо. Будет очень трудно, но легко вам никто не обещал. Так, есть еще вопросы? Ну, я хотел бы реплику. То, что Пожалуйста. Виталий предположил, вот создание такой нации, и то, что сейчас затронули, вот роль религии, на самом деле вот эта роль религии, ну, очень велика. Если взять даже молиться, да, вот молиться вроде бы традиционная, молитвая традиционная религия, в то же время очень много крещенных и много атеистов. И, в принципе, вот некоторая часть молитвы думает, что только те, кто придерживается традиционной религии, настоящие молитвы, а к большому сожалению, эта часть все-таки очень маленькая, очень большая часть остается вне этой как бы настоящих молитв. А с другой стороны, конечно, вот, христианство в любом виде, даже на родных языках, оно все равно как бы способствует русификации, я думаю. Потому что у нас вот сейчас православная церковь, Мария очень так развернулась свою работу на марийском языке. И ее влияние, мне кажется, растет и растет, и я, честно говоря, не радуюсь. А вот как тут найти золотую середину, чтобы как религия смогла бы объединить всех людей одной нации? Еще у меня такой вопрос. У вас у рязан вот как-то юридически оформлена вот эта рязанская традиционная религия? А позвольте ответить на первую часть. Я прихожанин православной церкви города Тарту в Карлове. И в Эстонии есть православная церковь, эстонская православная церковь, которая все служит на эстонском языке, весь регламент, вот вся эта бюрократия и весь эти механизмы церкви, они все сложены на эстонском языке. И, это прямо полноценная православная церковь, которая подчиняется не Москве, но Константинополю. Да? То есть это такая автономная эстонская церковь, которая подчиняется Константинополю. Да. В общем, я не вижу в этом проблемы. То есть у рязан
прекрасная религиозная история. У нас было много патриархов, которые повлияли на вообще православную мысль и православную культуру. У нас куча монастырей. Я не думаю, что стоит как-то либо бороться или отрицать это, но просто РПЦ должно быть разрушено, потому что РПЦ это как бы такой КГБшный совковый извод. Да, ФСБшно-КГБшный извод православной церкви. Но сама православная церковь прекрасна, и она может быть, у нас есть прекрасный перевод, сделанный в Финляндии Нового Завета от Вейсинлу, вот такая толстая синяя книга. Ну так там вообще прекрасный рязанский язык. Там вообще нет никаких, не то что из русского, там почти, там все даже заимствования из греческого языка переведены. Есть с чего начинать.